Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Інсульт у кіраўніка Беларусі. Закрыццё ўсіх рускамоўных школ у нашай краіне. Увогуле там розныя іншыя такія цікавыя інсайды, якія проста немагчыма ўявіць сабе ў Беларусі. Мы даведваемся наперш за ўсё з розных замежных медыа. Ну, замежных я сказаў так мягка, але насамрэч розных рускіх медыа, там рэгнумы, незыгары і гэтак далей. Што гэта насамрэч такое? Інфармацыйная вайна ці проста такое жаданне хайпануць? Мы абмяркуем сёння з маім госцем. Гэта грамадскі актывіст, заснавальнік сайта 1863x.com Эдуард Пальчыс. Добрый дзень, Эдуард. Здравствуйте. Эдуард, ўсё тое, што вот незвычайнае такое, пра што мы даведаваліся з гэтых вот расійскіх найперш медыа. Як вы ставіцеся да яго? Ці можна гэта ўспрымаць як такія інфармацыйныя атакі на Беларусь? Конечно, то есть Низыгорь 2 года вообще игнорировал Беларусь, и внезапно по одному щелчку он начал там каждый день буквально писать какие-то посты. Учитывая, что по определенным слухам этот канал был куплен в прошлом году людьми, которые принадлежат к ТАССу, поэтому тут неудивительно, что это какая-то заказуха очень низкого плана. Ну добра, Низыгар гэта адно, скажем так, можа быць там праз яго нехта спрабуе нечага там дамагчыся. А калі мы гаворым пра такія, ну ўсё ж таки зарэгістраваныя, як у нас кажуць, медыа, калі з'яўляецца матэрыял там, скажем, на Лента.ру пра тое, што беларускія бандэраўцы збілі чалавека за майку з сімволікай ДНР, вот гэта як успрымаць? Точно так же Лента.ру была знаменитый случай, как ее уничтожили, разгромили редакцию, сколько там уже, 4 года назад. Поэтому единственное возможное объяснение — это просто заказуха. Это специально каких-то кулуарные интриги и такие информационные атаки. Мы можем не знать причину их. Может, просто так, может, это какая-то там опять недоговоренность между Лукашенко и Путиным, может, там экономические причины, может, это просто имперскость. И, то есть тут 50 причин. Но для белорусов суть одна — это вот прекратить жить в российских медиа, да, то есть воспринимать их вот, то есть почему, допустим, я там разводил Низыгорь и прочее, показать, что они не разбираются в том, что происходит в Беларуси, либо хотят атаковать нас. Поэтому желательно их не читать, не обращать, выходить из российского медиапространства, да, и читать свое, потреблять свое, слушать свое, что даже, образно говоря, там, Советская Беларусь, да, как бы к ней не относились, может быть более вразумительно, чем даже самые крупные, самые большие российские какие-то новостные агентства. Ну вот давайте з самага пачатку, вот калі, скажем, з'явіўся той же самы Низыгорь, вот вы асабіста, вот як да яго паставіліся? Да прыкладу, я, калі першыя там нейкія там навіны былі, там нейкія інсайды типа там з перамоў Лукашэнкі падчас там нейкая там АДКБ там ці яшчэ што-небудзь, было цікава чытаць і думаць, можа і праўда там вот чалавек вот где-то там за кулісамі стаяў і все это бачыў. А вы як успрынялі? Ну, я вообще как бы не читал до того момента, когда он не начал что-то постить по Беларуси. Потом я даже на нее там не подписывался, что-то пару постов глянул и понял, что как бы это форма инсайдов, которую можно главное убедительно подать. То есть это можно придумывать так, чтобы у человека оставалось такое вот, ну, впечатление, а вдруг что? Это вопрос формы. Поэтому, учитывая, что вроде бы за 20 с чем-то лет, ну, не было в белорусских медиа какой-то такой практики инсайдерства, да, вот мы помним, здесь реально последние 2 года ходили слухи о референдуме, да, вот что сейчас вот в этом году будет там референдум, да, и все равно недопредсказали наши местные. То есть нету вот этой практики утечки информации из верхов такой, что если они этого не хотят. Поэтому я и с большим сомнением относился, а когда уже видел, что пошла какая-то регнумовская, мне просто скидывают там в том же Телеграме, там какие-то люди, посмотри, что пишут, какая-то регнумовская ерунда, ну, я понял, что там люди абсолютно не разбираются, сидят какие-то средние руки копирайтеры, которые просто там все постят, перепащивают, сшивают или заказывают кому-либо за гонорар инсайды, то есть.
Але вот ці ёсць ва ўсіх гэтых матэрыялах небяспека для Беларусі, там для, ну, нацыянальная бяспекі, некая пагроза. Я маю на ўвазе, можа быць, не такія вот некія там смешныя інсайды про тое, што тут рускамоўныя школы закрываюцца, а калі там, скажем, ідуць наезды на Макея, на тым же самым Рэгнуме, ці калі нейкія там яшчэ такія вот матэрыялы ў сур'ёзных медыа, ці можна ставіцца да іх вот як да пагрозы? Тут, как сказать, все эти, вот если брать чисто эти инсайды, это не кажется сильно серьезной угрозой, тем более, хотя слух про инсульт, он пошел в народ. То есть на улицах обычные люди, которые не сидят в телеграммах, обсуждали. Но тут надо смотреть глобально, что вот это все, это продолжение вот опять о том, что 100 раз там каждый говорит, и там, вообще, чему я, допустим, свою деятельность вначале посвящал, это продолжение той самой русской угрозы. Сначала это появлялось на маргинальных там, русских форумах, сайтах, потом пошел Регнум, потом пошла Лента.ру, потом на телевидении. Сейчас уже Телеграм такое сообщество, где, так сказать, люди сидят более продвинутые, уже туда. То есть это одна и та же суть, которая просто расширяет свое поле. И вот в рамках вот этой общей политики это, конечно, опасность имперской Москвы, там про то, что там Поздняк с начала 90-х говорит. Вот в этом как бы симптомы вот этой атаки, вот они самые, то, о чем надо беспокоиться. Вядомы украінскі палітолог Евген Магда нават цэлую кнігу напісаў, якая называецца «Гібридная вайна». І ён ацэньваў, вот, як эту гібридную вайну вела і вядзе Расія супраць Украіны. Тое, пра што мы зараз гаворым, пра гэтыя вот інфармацыйныя атакі, іх можна лічыць такімі элементамі гібриднай вайны Расіі супраць Беларусі? Ну, конечно, особенно когда они, допустим, начинают обостряться во время каких-то экономических разборок или там неудачных, может, политических переговоров. Это вот мы там пару раз в год что начинается на телевидении, на Первом канале, вот внезапно раз, и там передача на Первом канале про там белорусских нацистов, да, и постепенно, я даже когда вот у меня был там опыт тюремный в Брянске, там же был российский телевизор, и за все время российского телевидения я о Беларуси видел только материалы, либо что у нас там девальвация готовится, либо что вот Лукашенко хитрый, коварный политик, который на самом деле не союзник России и так далее. То есть коннотация там была такая либо нейтральная, либо отрицательная. Поэтому она давно, плавно ведется, и если взять, что было там 10 лет назад в российских СМИ о Беларуси, сейчас, это поразительные вещи. Они так, на протяжении не так заметны, но большими отрезками крайне изменилось. Я чуў, што вот, скажем, украінскія эксперты рассказывали, што яшчэ да пачатку вот этой вот, скажем, расійскай агрэсіі на Донбассе, да пачатку Крыма, у расійскіх медыа ішлі такія вот нападкі на Украіну і стваралі такі імідж украінцам, як, ну, там, скажем, не браты яны нам, вот, можа быць, ворагі і гэтак далей. І вот да чаго гэта прывяло. Вы зараз сказали про тое, что вот такая вот накрутка ідзе ў расійскіх СМІ на шмат таких каналах, якія да Беларусі, может, нават і не даходзяць. Але ці не азначае гэта, што таких вот ворагаў зараз робяць з беларусаў для расійскага спажыўца гэтых вот інфармацыйных матэрыялаў? Постепенно, да, вот эти все опять, надо понимать, Регнус, Низыгори и прочее, это для внутреннего рынка России. Это в первую очередь, это внутреннее потребление. Поэтому это крайне тревожный звонок. Наши власти, к сожалению, я уверен, либо закрывают на это глаза, либо убеждают себя, что все хорошо, либо громят наши СМИ, собственно, и как бы противодействовать этому можно, первое, вот отрезать вообще, то есть прекращать там от ТНТ и Mail.ru, вообще даже от всего российского отказываться, потому что в критической ситуации и оттуда пойдет, с ТНТ тоже пойдет пропаганда, если надо, в нужный момент. В том числе даже там от российских соцсетей, да, там контакты и прочего. То есть нам надо закрываться от них такой медийной стеной и жить в своем медийном пространстве. Иначе, как бы сказать, наши люди будет очень легко вестись на эту пропаганду, как мы видели это на Донбассе, где слух именно распространяемый телеканалами, что сейчас придут с Запада бандеровцы убивать за русский язык, во многом и был, наверное, самой основной взрывной точкой вот начала действий.
То есть вот если не было бы этого слуха, не было бы этих вот всех накачки, возможно, была вообще другая история, пошла по другому направлению. Ну это вот парада зараз для людзей. Вот людям лепш не глядзець там расійскае тэлебачанне, не чытайце расійскіх газет і раніцай, і ў абед, і вечарам. Добра, вот мы з вами можем адмовіцца, сказаць, мы это ўсё разумеем, сітуацыю, я магу без гэтага абайсціся. А як гэта данесці да шараговага беларуса, які глядзіць там ментаўскія серыялы па расійскім тэлебачанні? Ну, вот Порошенко пытался с Лукашенко договориться об украинских, да, передачах. Даже если так брать на БТ, опять, ну, я БТ смотрел тоже там в тюрьме, но даже там было видно, как многие именно украинские передачи, ну, стали появляться на вот БТ-1, БТ-2. То есть надо заменять контент, да, надо заменять программы. Есть украинские сериалы, есть польские, там, прибалтские, европейские, да, можно их покупать, заменять. Але это держава повинна робить. Ну, для в целях самосохранения. Вот уже на БТ чуть-чуть это сдвигается. Далее, как бы получается, что в идеале, в таком самом розовом свете, тот же, у нас есть там Белсат. Почему, если бы им не договориться, не сесть за стол переговоров и как-то вот так найти общий язык, Белсат может быть нормальным таким противодействием российской пропаганде, да, то есть оформить их здесь нормально, зарегистрировать, пускай они вот подчиняются всем законам о СМИ, да, чтобы там и работают дальше в линии. Но естественно, что как бы совки, они сверху, они же боятся любое вот раскручивания винтика в медиа, они наоборот даже в самый критический момент, ну, их закручивают. Вместо того, чтобы журналистам позволять себя чувствовать свободно, что если ты работаешь на Беларусь, то к тебе не будет претензий, они, наоборот, еще додушивают до конца. И что выстрел себе в ногу, получается. Ну, тут для гэтага, я так разумею, найперш улада павінна зразумець ці ўбачыць гэтую пагрозу. А можа быць, атрымліваецца, што яны гэтай пагрозы не бачаць ці не хочуць бачыць? Ну, опять, может быть, и есть такое слово агентура, да, то есть либо моральная агентура, то есть не надо делать вид, что у нас там нет фанатов Путина, Кремля, там в силовых органах, в каких-нибудь там министерствах и так далее. И там условный польский Белсат или просто независимый Тутбай, который там сложно обвинить, что он там на чьей-то стороне играет, куда больше враг, куда больше какой-то такой противник, чем российские СМИ. Вот даже сегодня в Твиттере было, если не знаю, видели, МВД заявила, что на мероприятии, проводимом спутником, там журналист Тутбай задавал вопросы не по теме, а там про свои уголовные дела, и мы там мастерски их там ответили, да. То есть для МВД прийти на мероприятие российского киселевского спутника и гордиться, что они там вступили в перепалку с Тутбаем, это круто, это для них, ну, повод для гордости. Хотя надо было проверить, как этот спутник работает, на какие деньги, ну, там, я уверен, и в документации тоже можно найти поводов там, для каких-нибудь уголовных дел. Это о многом говорит. Ну, добра, мы вот абмеркавалі, як, в прынцыпе, можа быць бараніцца ад гэтага, а ці трэба нам неяк рэагаваць і, можа быць, супрацьдзейнічаць гэтаму? Вот, да прыкладу, з'яўляецца чарговы так званы інсайт на незыгары. Вот што рабіць мне, як журналісту Еўрарадыё? Што рабіць вам, скажем, як таксама уладальніку сайта такога прабеларускага? Ну, мне было 1-2 раза интересно это высмеять, ну, просто на 3-й раз это уже не смешно, поэтому лучше не обращать внимания, либо высмеивать, это максимум. Вот давайте расскажем про гэтую ідэю, як высмеять. Здаецца, гэту гісторыю, ну, вот, ведаюць практычна ўсе, але сапраўды яна цікавая, як вы подкинули інсайт гэтаму незыгару, як это было? Просто там один мой читатель в Телеграме сбросил, что у них есть почта, на которую они принимают инсайды. И буквально там за 2 минуты вот просто в живом ритме, что все, что в голову шло, просто представив форму вот эту убедительную инсайда, я им первый раз сказал, что есть такая информация о сотрудничестве Макея и Поздняка.
они сказали, нам интересно. А навошта вот вы это зрабілі? Вот якая была мэта вот этого вот закиду с вашего боку? Цель показать, что эти люди, ну, либо, первое, пропагандисты, либо они не разбираются в том, что происходит в Беларуси, и что вообще нельзя ни капли доверять таким СМИ. Потому что, к сожалению, у нас даже много продвинутых людей, там, которые там хорошо зарабатывают, разбираются в технологиях, они не читают наши СМИ, они читают русские, они там могут «Медузу», «Дождь» смотреть, там, заходить на российские телеграм-каналы, им это пространство куда интереснее, там, большое, разное, там, может, по качеству где-то лучше. Но я хотел показать уровень, что когда касается дела Беларуси, это, ну, просто вечерний Могилев отдыхает, да, ну, вот если брать так. Ну, вот это была, собственно, цель. И вот вы закинули свою пропанову, что у меня тут есть типа инсайт, и что вам отказали? Да, давайте подробности. И я вот потом опять начал за 10 минут все, что в голову влезло. Такой просто, ну, комедийный бред, можно сказать. И на удивление... Можна сказаць, што Макею яшчэ пашчасціла, што вы яго зрабілі сябрам там ці паплечнікам Пазняка, маглі бы што-нибудь горшае придумать. Да. Я надеюсь, там сотрудники МИДа, не знаю, не внесли меня в какие-то черные списки, я там смогу там въезжать в страну. Ладно, въехать, чтобы дали. Мало ли. Но цель именно была вот показать, что доверие, серьезное отношение, оно усиливает вот эти информационные атаки. Если все будут сразу это ржать и воспринимать несерьезно, тогда это, ну, как антидот, как обезболивающее получается против таких укусов. Вот. И надеюсь, что это тоже убедит. То есть мы стараемся, допустим, с другими блогерами поворачивать мнение людей, что хватит даже тоже читать, может, условную «Медузу» и «Дождь», читайте вот Тутбай, Еврорадио, Наше Нио, что угодно, да, там. Иначе как бы фейков и атак будет куда больше. Ну вот глядзіце, гэта сітуацыя, інфармацыя гэтая пра інсульт у Лукашэнкі, якая прайшла з таго ж самага Незыгара. Дарэчы, мы правялі такое невялічкае сваё расследаванне і выявілі, што гэты так званы інсайт Незыгар выцепіў з аднаго з каментароў на Хартыі, дзе чалавек, можа, таксама пажартаваў, а яны вот так вот зацапіліся і далі. Але якая рэакцыя на это? Про гэта гаварылі бабулі на прыпынках, про это гаварылі в аўтобусах, про гэта нават сказаў Александр Лукашенко там у полях, калі сустракаўся там з чыноўнікамі. Гэта што вот азначае, што ўсё ж таки ідзе гэта, што вот гэта незалежна нават ад нас, магчыма, вот так широко закидывается, что охопливая всю Беларусь. Ну, это система слухов, это человеческая природа. Слухи там в 19 веке к бунтам приводили. Просто вот слух там по деревням пошел, по областям, и за полгода разросся так, что бунты начинались. Хорошо, конечно, что есть сейчас возможность факт-чекинга и прочее, но, естественно, какие-то массы не будут проверять. Да? Они услышат через друг друга и будут в это верить. Поэтому вот это построение медиа-стены, условно, хотя бы начиная, так сказать, с людей, которые и так в теме. Это первое, что необходимо. Прививать привычку там, бабушкам, дедушкам, родственникам, что не смотрите телевизор, там, подписывать их, загружать им в закладки браузеров телефонов белорусские сайты, там, удалять все, вычищать российское, чтобы таким образом говоря была личная гигиена информационная. Зараз вот пасля таго, як пачалася гэта справа Белта, сярод журналістаў незалежных СМІ ідзе такая вот, ну, скажем, дыскусія, што давайте адмовімся ввогуле ад іх контента. Можа быть, не звязана, але вот я про это говорю. Вот з'яўляецца, мы уже разумеем, што гэтым Незыгары гэта, ну, фактычна прыдумкі і не інсайды, а фальшыўкі. Але з'яўляецца чарговая навіна пра інсульт, там, да прыклад, ці яшчэ што-небудзь. Вот што нам рабіць? Не браць, не звяртаць увагі, зрабіць факт-чекінг і даць інфармацыю, што вот ён напісаў гэта, але мы праверылі, гэтага няма. Але ўсё адно яно можа дайсці ў скарочаным выглядзе, як кажа, там, тут сказалі одно, а 10-й расказаў зусім іншае. Ну, я представляю ваш факт-чекинг, вы так, Александр Григорьевич, все в порядке, да, там, когда в студию зайдете? Ну ладно, да, забавно было.
В таких случаях просто, я думаю, первое, игнорировать, если это видно, что начинает расходиться, просто надо давать новость, что российские медиа распускают слух, непроверенные слухи. И, ну, в таком образе, если это реально пошло, тогда надо просто говорить, что непроверенные слухи распускают медиа. Ну, то есть к вам, как журналистам, фиксировать реальность. А сразу первыми как бы поддерживать, писать про это тоже где-то, так получается, помогает этим слухам. Вот. Я, допустим, с этого момента, ну, как бы уже, наверное, мне уже и не смешно там от их публикаций, ну, уже интерес теряется, то есть... Вот. Мы говорили про тое, што трэба, можа быць, нават не звяртаць увагі ці адмаўляцца ад прагляду расійскага контента, расійскіх СМІ. Даўно ўжо ідзе гаворка пра тое, што, можа быць, увогуле заблакаваць там тое ж самае расійскае тэлебачанне на Беларусі, вяшчанне. Вот як вы лічыце, гэта магчыма і гэта дапаможа? Опять, заблокировать можно будет только, образно говоря, когда у власти будут другие люди. Естественно, что здесь это невозможно. Вот, а допуск конкурентного, там, польских, украинских, собственные там медиа развивать, это куда более как бы правильно. Потому что, запрещая там российское, мы же не улучшаем нашу медиапространство. Даже наши, посмотрите, БТшники Белта, они как пропагандисты, условно говоря, да, ну, они унылые, бедные, нищие и так далее. Кстати, насчет Белта, можно же подписка аналогичного Белопана есть, так, новостная? Вот если полностью все отказаться и будут цитировать Белопана и, ну, или Новинный Бай в поддержку, тоже хороший вариант. Поэтому в идеале я бы ну, как бы сказать, запретил российские каналы через судебное решение, учитывая, сколько они всего говорили, пропагандировали, какие все эти сюжеты там про распятых мальчиков. Это просто в справедливом судебном порядке можно их где-то либо передачи какие-то, ну, ограничивать, либо вещание ограничивать, либо выносить им предупреждение, что за такой сюжет, за такой сюжет, за такой сюжет, и, ну, исключать из каких-то таких услуг, ну, через судебный порядок. Вы уявляете, який вой подымется на широких просторах от Смоленска и до Владивостока? Да, так я как бы буду рад этому вою. Вот, но это, естественно, такие фантазии, да, что, по сути, это не понять, в каком обозримом будущем, и будет даже ли это... Но лучшая вариация — это как раз, наоборот, развитие медиарынка, упрощение законов, а не как Министерство информации, что делает в последнее время, допуск новых игроков, не знаю, какие-то, вплоть там, не знаю, до налоговых льгот или упрощение там финансирования, может, из-за рубежа, да, потому что государство, оно не сможет, ни одно государство не умеет создавать свои эффективные СМИ, даже в целях национальной безопасности. Это всегда делают частные компании, бизнес-компании, например, как тот же Тутбай. И поэтому ни Белта, ни БТ, ни НТВ, ни СТВ, там, ни прочее, они не смогут противостоять ни российской пропаганде в случае агрессии, ни там польской, ни американской, даже украинцам. Наше медиапространство проигрывает украинцам в 10 раз. Да, там, посмотреть, сколько там каналов, всяких проектов и так далее. Поэтому, если бы у нас были умные люди наверху, они бы понимали, что пускай эти вредные журналисты, которые там постоянно нам задают каверзные вопросы, как там Шуневичу про там БЧБ всякие люди задают, да, и если бы они понимали, что это их же обезопасивает в случае нападок, они бы, ну, никого не трогали и развивали альтернативу российским СМИ. Вот у нас пытаются, а может быть, ничего страшного во всем гэтым нема, а может быть, просто не звертать увагу, и они хай себе там говорят, что хочут, они реагуют на то, что мы реагуем, и протягивают еще вот такая хваля за хвалей, одно за другое цепляется. Ну, я как историк, я на все смотрю деформированно через историческую призму. Мне кажется, что вот, допустим, по последним годам белорусы стали забывать уроки Крыма и Донбасса. Ладно, там Грузия, ладно, там прочее. Вот они уже начинают расслабляться после Крыма и Донбасса. Это психологически обычная вещь, что монстр всегда под кроватью, все плохое где-то там. Давайте думать позитивно и так далее.
Нет, надо обращать внимание, может не реагировать, не помогать им пиариться, но делать выводы, делать внутреннюю работу по укреплению белорусских СМИ, белорусского гражданского общества. Это крайне необходимо, потому что угрозы абсолютно никуда не делась. Это, ну, это не просто им там делать нечего. За всеми такими набросами стоят определенные цели. Если у них есть цели, значит, есть угроза. Все. То есть, ну, говорю, всего лишь 4 года прошло, многие, я думаю, уже стали забывать вот эту подготовку, ну, Крыма и Донбасса. Ну, украинцы много писали, что у нас тоже вот с этого начиналось. То есть то, что у нас сейчас происходит, знакомые украинцы пишут, да, у нас это там было в 2011 или 2010 или там в 2012. Потом, допустим, я расслабиться не могу. Да, то есть вы, может быть, нават згодныя с нашим галоўным палітолагам, канспіролагам Арсением Сівіцкім, который кажа, што у Крамлі ўжо распрацаваны нейкія сілавыя сцэнары, ну я не ведаю, там калі не захопу, то утрымлівання Беларусі у сферы ўплыву России. Не, ну, я там с Арсением Сивицким был, может, где-то там не согласен по Западу 2017, что это там, возможно, угроза оккупации. Но, более того, я уверен, что с каких-нибудь там 90-х годов не в Кремле, а там в Генштабе или в ГРУ, ну, там, я уверен, 15 сценариев там от, не знаю, от оккупации через внутренних агентов-политиков до вот, силового вмешательства у них расписано. Им не надо там готовить. Просто лежат на полочках, где-то корректируются с учетом там изменений 5-10 лет, как что, и в любой момент, ну, могут реализоваться. Это обычная работа всех спецслужб, всех больших ведомств, больших крупных стран. Такое есть и у США и прочее. То есть у них должны быть планы и сценарии, они есть. И они могут там один запустить, потом приостановить, потом снова его запустить. То есть это все старые технологии, и нечему тут удивляться. Эдуард, ну вот у нас дастаткова сваіх спецслужб. Можа быть, нават іх столькі, што мы не пра ўсе ведаем, але ёсць і вядомы ўсім КДБ, ёсць і аператыўна-аналітычны цэнтр пры адміністрацыі прэзідэнта, ёсць там яшчэ розныя структуры. Там працуюць недурныя люди. Даже есть та, которая неизвестна, еще одна спецслужба, которая украла у нас дроны на БНР-100. Так что мы в очередной раз я их прошу, можете... Верните хозяевам их хотя бы под дверь подложить. Я так разумею, что все ж таки не все там такие вот дурни и люди слепые, яны бачуць гэтую пагрозу. И про гэтую пагрозу поведомляют где-то там наверх. Але можа быть, есть разуменне, что гэтая пагроза не такая страшная у параўнанні с той пагрозай, что можа прадпрыняць Кремль, калі мы раптам пачнем супраціўляцца гэтай вот информационной войне. Там подумают, вы что, тут супраць нас что-то тут... Как бы да. Плюс, если это идет наверх, то, естественно, какие-то важные глобальные стратегии действия, они должны идти в какой-нибудь условный совбез и совместно там приниматься. Естественно, что самые важные, там, очень крупные стратегии решения, то они должны санкционироваться Лукашенко. Но, естественно, либо это до Лукашенко не доходит, либо он не хочет этим заниматься, и все стопорится. То есть люди все, может, конечно, среднего звена, оперативники ОАЦ там сидят и все видят, но они оперативники среднего там звена, и ну, что от них зависит. Да, группу ВКонтакте. Прокопение лічыць, что вот Олег Петрович умовны такие, от яго залежит вельмі шмат. Нет, так от них зависит, когда вот если прийти к Еврорадио и вынести технику обыск, да, от этого много от них зависит. А противостоять там Первому каналу или тут закрыть спутник, да, там, или хотя бы не давать им открыться здесь, это уже не, как бы не территория ответственности среднего звена. Поэтому Олеги Петровича, они вот как раз направлены на внутрь, но нет Олегов Петровичей, которые направлены на вне. И это, ну, большая проблема. Добра, на заканчэнне. На сённяшні дзень маем тое, што маем з нашай медыапрасторай, з нашымі там белтамі, савецкімі беларусіямі, ну і з другога боку там тутбаямі, еўрарадыё, там наша нівамі і гэтак далей. Вот у сённяшніх умовах, што рэальна мы можам супрацьпаставіць і што нам рэальна можна зрабіць дзеля спынення вот гэтай или супрацьстаяння гэтай пагрозы? Самое вот лучшее решение всех угроз — это вот как с болезнями, да? Что лучше против всех болезней? Не таблетки, а свой иммунитет.
Поэтому, допустим, сейчас, чтобы нам иметь укрепленный иммунитет, нам, допустим, надо защитить Тутбай, защитить Белопан, защитить Новинный Бай, там, Липая, Зисера, всех журналистов. То есть сплочаться всему гражданскому обществу вокруг защиты и поддержки СМИ. Говорить это там внутри, на международном уровне. И отстояв вот хотя бы от внутреннего своего прессинга, дальше можно уже будет думать, как защищать уже наши восточные медийные границы, так сказать. Дякую вялікі. Эдуард Пальчес, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. І мы разважалі, як нам у сённяшніх умовах супрацьстаяць элементам гібриднай вайны, якія накатваюцца перыядычна на нас праз расійскія медыарэсурсы. Дзякуй, слухайце Еўрарадыё.